На странице 41 мы учимся спрашивать: ты любишь, например, лук? Ты любишь капусту? А также отвечать на этот вопрос и также говорить люблю или не люблю. Итак, сначала давайте посмотрим на рисунок. Бо Эни – это мама. Что она делает? Она готовит щи. Готовит щи будет Эни, щи, пешере. Так как щи – это у нас, во-первых, блюдо из русской кухни, и слово русское на татарский язык это слово перешло без изменений и без перевода. Только вариант может быть единственное, что кебесте оша вместо щи. А так щи можно употребить прямо в таком же варианте. Эни щи пешере. Мама готовит щи. И далее составляем большое предложение с помощью рисунков. Щи де, то есть де означает в щах, и бар означает есть. В щах есть. Что есть в щах? Кебесте, кишир, суган, беренге. И полностью предложение получится: щиде, кебесте, кишир, суган, беренге, бар. В щах есть или содержится капуста, морковь, лук, картошка. Читаем предложение. Мин щи яратам. Я люблю щи. Щи биг темле. Щи очень вкусный. Эсин щи яратасанма. А ты щи любишь? И отвечаем на этот вопрос. Яратам люблю. Яратмым не люблю. И как видим, мы разные варианты глагола люблю использованы в данных примерах. Яратасанма ты любишь? Люблю яратам, не люблю яратным. Давайте-ка разберем эти глаголы с помощью кубиков. И, возможно, легче будет запомнить. Вот это у нас основа этого глагола ярат. Далее идет а, показывает то, что это в настоящем времени. Сейчас мы имеем в виду, что сейчас любишь, сейчас люблю. У него варианты, всего 4. В этом случае используем а, ярат, потому что заканчивается на согласную, но об этом сейчас не буду затрагивать, а то видео слишком объемное получится. Так, значит, это ярата. Дальше смотрим сам, показывает, что это ты любишь. И м в конце, что оно означает? М означает, что это вопросительная частица. Используется вместе с вопросительным знаком. Если бы не было мы, то получится любишь. То есть это не вопрос, а ответ. Ты любишь, и все. А если мы добавим яратасан м, то получится ты любишь? Вопрос получится. Вот, мы разобрали яратасан м. И как сказать люблю? Люблю. Я люблю, да? Посмотрим. Во-первых, вопросительный знак убирается? Да. Вопросительная частица убирается? Да, потому что это у нас ответ, а не вопрос будет. Здесь у нас окончание, показывающее то, что это ты любишь, убирается? Да, так как не ты же любишь, а я люблю. Поэтому сейчас мы просто меняем этот сам на мы, так как люблю я. Яратам получится. И здесь мы уже утвердительная форма, уже точка. Яратам. А как сказать я не люблю? Вернемся к варианту, что у нас был. Вот так был вопрос, звучал. Яратасанма, ты любишь? И ответ нужно дать не люблю. Вопрос меняется? Меняется на точку. Дальше вопросительная частица убирается? Убирается, так как это не вопрос, а ответ. Дальше. То, что это ты делаешь, убирается? Да. И далее у нас
это окончание, суффикс «а» тоже убирается, и вместо него ставится суффикс отрицания. Ярат мы получится. Ярат мы. У него много вариантов. Вот, всего 6 вариантов. В настоящем времени после согласных мы используется в твердых словах. В мягких словах ми будет. Сейчас у нас твердое слово, поэтому разбираем твердый вариант. Ярат мы получится. И так как это я не люблю, добавляем в конце. И получится ярат мым. И точка. Ярат мым. Ярат мым. Не люблю. И далее. А почему вот вопрос может у кого возникнуть? Почему «а» ушло? Так как «а» показывает то, что это настоящее время. Но когда мы отрицаем, у нас получается с помощью мы уже показываем то, что это в настоящем времени отрицание происходит. И корень глагола, основа глагола ярат остается, и к нему добавляется отрицание просто. А убирается в этом случае. Ярата мым не говорят, ярат мым говорят. Просто это надо запомнить. Дальше. И давайте разберем диалог. Син каяр яратасың. Ты любишь огурец? Эйе яратам. Эсуган яратасың. Я думаю, что мальчик ответит, что не любит. Юк ярат мым. Ответ будет ярат мым.